В эфире информационный выпуск Камши-Якушара. Здравствуйте. Итоги деятельности 2017 года были обсуждены сегодня на встрече президента Абхазии с общественностью Ткварчалского района. Во встрече также приняли участие премьер-министр Беслан Барцыц и руководители министерств и ведомств страны. Репортаж Ирины Аршпа. Некогда процветавший угледобывающий район Абхазии сегодня переживает не лучшие времена. Район уже давно дотационный. В 2017 году 115 миллионов рублей было выделено из бюджета страны на нужды района. В прошлом году бюджет района не выполнен. Из запланированных 50 миллионов рублей в бюджет поступило всего лишь 23 миллиона. Невыполнение бюджета за прошлый год связано с тем, что основное бюджетообразующее предприятие «Ткварчал Уголь» приостановило свою работу. И, к сожалению, это не могло не сказаться на благосостоянии ткварчальцев. Рабочие места на фирме сократились, сегодня там задействовано лишь 40 человек. Однако рабочие места увеличились на строительной фирме «Ткварчалстрой». Район развивается, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Как отметила глава района, предстоит решить еще множество проблем. Это ремонт водопроводных сетей, автодорог, замена труб, ремонт фасадов и крыш зданий, школ и библиотек. Но для этого нужна стабильность, подчеркнула Аида Чачхалия. Конечно же, за прошлый год сделано немало, а предстоит сделать в разы больше. Я думаю, что нам всем вместе и с помощью руководства страны удастся решить хотя бы часть этих проблем уже в этом году. Для этого нужна в первую очередь стабильность. Митинговые страсти, которые начались в первые дни Нового года, не могут способствовать развитию страны. Призываю всех и каждого заняться своим делом. Если каждый на своем месте будет выполнять свою непосредственную работу, я уверена, что результаты у нас будут намного лучше. События, которые в последние годы имеют место в Абхазии, раскол в обществе, далеки от наших традиций и сводят на нет все достижения абхазского народа, отмечали выступавшие. Военком района Эдуард Ткварчия говорил о необходимости следовать традициям предков и воспитывать молодежь собственным примером, согласно кодексу Апсора. Руководитель Ткварчалского хлебозавода Валерий Аршба отметил, что гражданам необходимо быть активными самим. В районе непростая экономическая ситуация, низкая платежеспособность населения, и связано это с рядом объективных причин. К сожалению, потенциал банковской системы сегодня не может дать кредит с низкими процентами. Если рентабельность 15%, получать кредит по 24%, вы сами поймите, что это невыгодно. То есть нету возможности. Но это, наверное, будет. Мы хотим, чтобы открыли производство, да. Мы хотим, чтобы инвестор пришел, да. Но когда инвестор видит такую ситуацию, он скажет: здесь я не могу деньги вкладывать, здесь видите, какая ситуация происходит. Сегодня так, завтра так. То есть мы сами себе тоже мешаем. Поэтому давайте объединимся все вместе. Руки вместе соединим, мысли соединим. И не будем, пускай наша голова идет впереди наших ног. Не надо нам, мы все такой горячий народ. Поэтому давайте мы дружно будем, вместе объединимся, чтобы построить наше государство. Премьер-министр Беслан Барцыц рассказал о работах, проводимых в районе за счет республиканского бюджета и в рамках инвестпрограммы. Более 10 миллионов рублей было выделено правительством для завершения ремонтных работ в детском саду Амра. Открытие Ткварчалского рынка планируется во втором квартале 2018 года. На его ремонт выделено более 7 миллионов рублей. На средства госбюджета в районе также осуществляется реконструкция нескольких мостов в селах и ремонт крыш домов, пострадавших от последствий стихии. В рамках российской инвестпрограммы в городе производится ремонт водопровода, распределительных сетей, восстанавливается коллектор, отремонтирована головная водозаборная станция. 24 миллиона рублей вложено в ремонт 3 улиц – Ардзен, Багулья и Нарта. На ремонт автодороги Бейди-Ткварчал выделено 60 миллионов рублей. На этом участке работы осложняются наличием множества оползневых участков, поэтому здесь устанавливаются подпорные железобетонные стены. Общая протяженность всей дороги 11,5 километров. В городе практически с нуля строится центральная больница. Сметная стоимость объекта – 258 миллионов рублей.
Президент выступил с оценкой политических событий в стране за последнее время. Поднималась тема помилования террориста Георгия Лукава и акции протеста оппозиции. Рауль Хаджимба подчеркнул, что имел конституционное право на помилование и что решение было необходимым и осознанным. Касаясь социально-экономической ситуации в районе, глава государства отметил, что руководство страны хорошо понимает положение тхорчальцев и заверил жителей района, что они не останутся один на один со своими проблемами. Люди хотят, чтобы стали они жить лучше, и жить лучше, чем вчера. Вот те объекты, которые запускаются, да, они создают определенное количество возможностей для людей. Появляются новые рабочие места, но мы понимаем, что этого недостаточно. Мы видим, в каком состоянии находится та же больница, хотя вы говорили о том, что вас перевели, там создали какие-то условия. Это мизер тех возможностей. По части, касающейся дополнительных мероприятий по городу Тхорчал, тот же лимонадный цех, я вас заверяю, что буквально на днях мы начнем финансирование. Пусть это будут первые этапы, но это будут дополнительные рабочие места. Также будут возможности, которые будут наращиваться завтра. Но решить все это вряд ли удастся быстро. Никто не говорит, что все идеально. Если бы было бы идеально, наверное, многих вопросов бы и не было. Но там, где идет работа, там будут и недостатки, и положительные моменты. Но все время говорить о том, что все в стране плохо, это не самый лучший подход, который, к сожалению, имеет место иногда. По окончании встречи президент посетил место строительства Тхорчалского рынка. Рауль Хаджимба дал указание руководителю госкомпании Апснаргылара Тимуру Ткибучава и главе администрации района Аиди Чачхалия в кратчайшие сроки завершить согласование всех вопросов и приступить к работам. Глава государства также проинспектировал ход ремонтных работ в детском саду Амра, которые близятся к завершению. Дошкольные учреждения должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии, но финансовых средств на завершение работ не хватило. Сейчас здесь уже собирают мебель, кстати, местного производства. Осталось только завести оборудование для кухни. Детсад должен принять детишек уже через месяц. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» в рамках инвестпрограммы поступила автотехника. 10 машин УАЗ-фермер, 1 трактор, 2 КАМАЗа, в том числе и тягач, которого до этого на предприятии не было. Основная часть техники будет базироваться в Сухуми, часть передана в районы. Общая стоимость техники, которую вы видите, она равняется приблизительно 23 миллионам рублей. Это 10 единиц фермеров УАЗов, это GCB, у нас погрузчики, трактор, это КАМАЗ ведущий и это тягач МАН. К сожалению, большому достаточно долгий период, по сути, весь послевоенный период в Черноморэнерго не было такого вида техники, как тягач МАН, и на сегодняшний день он у нас приобретен. Для понимания, бывали случаи в зимние периоды, когда были достаточно тяжелые погодные условия. Из-за того, что такой техники не было у нас в наличии, мы не могли даже доезжать до опор с тяжелой техникой. В этом случае эти вопросы тоже, собственно говоря, решены. По лимиту 2017 года лимит был выбран и была приобретена именно эта техника. Остался лимит на 2018 год. Мы очень надеемся на то, что нам удастся приобрести манипулятор. Это тоже большая машина, которая может на себя грузить и перевозить достаточно тяжелые грузы, которая применяется при монтаже силового оборудования на высоковольтных подстанциях. Сегодня в социальных сетях был распространен график отключения электроэнергии в районах Абхазии. В связи с этим пресс-служба РУП «Черноморэнерго» распространила сообщение, в котором отмечается, что специалистами «Черноморэнерго» системно разрабатываются различные сценарии реагирования на форс-мажорные ситуации в период пиковых нагрузок. График верных отключений, попавший в сеть, разработан как один из вариантов еще летом прошлого года. В данное время в рамках межправительственного взаимодействия Абхазии и России
Ведутся переговоры по осуществлению перетока из России в Абхазию для компенсации дефицита электроэнергии на период пиковых нагрузок. Черноморэнерго выражают надежду на результативное завершение переговоров. Состоялось заседание Политсовета политической партии АПСН, на котором были обсуждены главные задачи партии. Кроме того, было принято решение провести в первом полугодии текущего года съезд партии. Цель предстоящего съезда – утвердить долгосрочные планы партии. Точная дата съезда будет утверждена в марте. О плодотворном сотрудничестве благотворительной организации «Киараза» и компании «Вина и воды Абхазии» была посвящена пресс-конференция, которая прошла сегодня в агентстве «Спутник». О результатах и перспективах сотрудничества двух организаций в репортаже Али Китрапш. Сотрудничество компании «Вина и воды Абхазии» и благотворительной организации «Киараз» началось в мае прошлого года. Ежемесячно до конца декабря «Киаразу» перечислялось по миллиону, в общей сумме 8 миллионов рублей. На эти средства благотворительная организация разработала ряд программ и проектов, направленных на помощь малоимущим семьям Абхазии. В их числе проект «Вода», цель которого подведение питьевой воды к дому, обустройство ванной комнаты. Проект «Вода» охватил 11 семей, на каждую было выделено около 150 тысяч рублей. Помимо прочего, «Киараз» обеспечивает своих подопечных необходимыми медикаментами. Стараемся приобрести лекарства всем подопечным, которые болеют. У кого-то это может быть просто грипп, да, хотя это тоже очень серьезно. У кого-то астма или какие-то другие сложные заболевания. Также мы оказываем финансовую помощь на то, чтобы семья могла провести обследование или же уже лечение детей. Более 10 семей получили такую помощь. То есть именно финансовую, я говорю сейчас, это от 10 до 200 тысяч рублей мы выделили. Благотворительная организация «Киараз» осуществляет продовольственную программу. Ежемесячно до 25 семей получают продукты питания, одежду. «Киараз» также обеспечивает малоимущие семьи бытовой техникой. В основном это печки, холодильники, стиральные машины. Только в торговом доме «Рубин» была закуплена бытовая техника на сумму 828 тысяч рублей. Кроме того, благодаря финансовой помощи компании «Вина и воды Абхазии», «Киараз» провел детский лагерь «Апейпш», организовал акцию «Счастливое 1 сентября». Я бы хотела отметить два таких пункта, которые нас тронуло. Первое – это же, конечно, сама Кама. Ее работа, ее взаимодействие с ее подопечными. Она знает каждую проблему каждой семьи. Она знает каждого ребенка по имени. Она знает, как учится каждый ребенок, и она знает интересы каждого ребенка. То есть это очень тронуло. И второе, это, конечно, тот объем проделанной работы, при том, что это не локализовано в одной деревне, да, или в одном месте помощь, а обширно, охват очень большой. Самой сложной задачей для «Киараза» оказалось строительство домов. Благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан уже построены 2 дома для многодетных семей. Строительство одного из них взяла на себя компания «Вина и воды Абхазии», а сейчас идет строительство 3-го дома. Важно понимать, что «Киараз» не может помочь всем нуждающимся при огромном желании, но он делает возможным сократить списки нуждающихся семей. Я хотела бы выразить благодарность учредителям и генеральному директору компании «Вина и воды Абхазии» за доверие, за правда неравнодушие, за ответственность, которую они несут на себе, за ту боль, за народ, которую они чувствуют. Это очень важно быть неравнодушным. В 2018 году компания «Вина и воды Абхазии» намерена и дальше оказывать финансовую поддержку благотворительной организации «Киараз» в размере 500 тысяч рублей ежемесячно. Али Китрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 25 января в России отмечается общегосударственный праздник – День российского студенчества. В этот день, в 1755 году, императрицей Елизаветой I был подписан указ об учреждении Московского университета. В день своего рождения МГУ традиционно проводит ряд праздничных мероприятий с участием большого количества гостей, известных ученых, государственных и общественных деятелей со всего мира. От имени нашей страны по приглашению ректора МГУ Виктора Садовничева в мероприятиях принимает участие ректор АГУ академик Алеку Кварания.
Сегодня в одном из помещений Сухумской средней школы номер 10 произошло возгорание вводного электрического кабеля по причине замыкания в электрощите, в результате чего на втором этаже здания возникло сильное задымление. Огонь добрался до чердачного помещения. Сообщение о возгорании в школе поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 11:02. Незамедлительное реагирование спасателей позволило локализовать пожар в течение 10 минут. Дети оперативно были эвакуированы, никто не пострадал. Специалисты МЧС предполагают, что пожар мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием. 11:02 в диспетчерскую ПСО города Сухум поступило сообщение о пожаре в школе номер 10. Прибыл на место вызова пожарное отделение, обнаружило замыкание электрощита. Замыкание ликвидировано, вызваны работники СУЭСа. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 6-11 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.